Ребятушки, всем привет! Это новый влог, и с Новым годом! 23-й год на дворе. Что хочу сказать. Я еду в деревню на 2 дня. Вот. И пока все ехали и слушали якутские песни, я слушал BTS. Ну что, мы приехали. Это, познакомьтесь, это Валера. Здравствуйте. Как, надеюсь, нас видно. Вот, короче, меня приодели, я хожу в валенках теперь. Я не знаю, как это выглядит, но меня приодели, я теперь хожу в валенках. Улицы абсолютно пустые. Типа, ну там максимум 2 человека походят, и все, улицы абсолютно пустые, типа. Холодно же, да? Не то, что у вас в городе. Не, почему? Нормально так. Сейчас поймешь. Поднимешься туда, а там уже станет холодно. Что мы сейчас делаем? Ну-ка. Как будет по-русски хотон? Хотон же, да? Ну да. Сейчас идем в хотон к моим дедушке и бабушке. Оттуда берем пару коров и идем на озеро. Они там будут воду пить. Возникает вопрос, а почему они не могут пить воду как бы у себя там, в дома? Каждая корова пьет вроде бы по 1,5 ведру воды. Хочешь это все таскать? Да, понятно. А? Шеф. Куда-то идем. Сейчас тут travel-блогер приехал в деревню. Мне не хватает дрона. Вот реально, вот сюда не хватает только дрона, чтобы показать, насколько насыщена эта деревня, типа сверху. Куда? О, страшно, собака. О. Ну, подойди ближе. Короче, сейчас мы перетаскиваем коров как бы туда, обратно в хатон, и вы сейчас можете наблюдать за этим процессом. Примерно таким вот образом коровы, получается, пьют воду, насыщаются и идут обратно в хатон. Коровы, получается, пьют 1 раз в день воду, то есть их сначала туда увозят, потом и обратно гонят. Допустим, сейчас они убегают. Получается, сейчас позади меня, как сказать, ну, коров заводят обратно в хатон. Их успешно загнали. Сейчас вытащат новых коров. О, трэш. Почему они такие большие? Маленькие же. Сейчас еще один будет.
Ошалеть, они большие. Еще есть якутские вот коровы. Вот у них мясо дофига, мышц много. GoPro работает, да? Вот трэш еще больше. Сейчас мы сопровождаем еще более крупных коров, можно сказать так, к площадке, чтобы они попили, ну так сказать, к речке, к озеру, вот. И они довольно массивные, сами коровы, ну типа прям телочки. Так вот, эти коровы очень массивные, они прям больше меня, ну и по весу, но не по уму, к сожалению. Или к счастью. Даже умнее нас. Может быть. А это что, домик эльфов? Это подсобка, короче. А, я знаю, оттуда у Шрек выходит. Somebody once told me the world is gonna... Почему именно 4 коровы? Было больше, на мясо пустили. Сена в этом году было мало, меньше. И пришлось сократить. Ясно? Идут, бардут, иду. По картинке, честно сказать, не могу, что сейчас вы видите на кадре, потому что у меня картинка на экране, она идет как бы расплывчато. Из-за сильного мороза камера не справляется с таким вот морозом, и она плывет. И то есть, конечно, жалко будет, если матрица камеры не будет успевать все записывать, и у меня реально некоторые кадры будут такими, которые чисто плывущие. Вот, но надеюсь, камера справится и покажет свои наилучшие качества. А пока мы идем загонять коров обратно в хатон. И зайдем к дедушке Валеры. Валеры. Есть? Ага. Как по-русски будет? Что? Тары из говна, короче. Блядь, мы их там сами делали и продавали по 1500. Бизнес. Бизнес. То есть их очень много стоят. А? Они везде, повсюду стоят. Ну, в этой деревне есть 3 или 4 человека, которые такое делают. Ага. И дедушка и бабушка туда входят. Это муторная работа. В общем, сейчас мы помогали дедушке и бабушке Валеры перетаскивать лед. В деревне Не перетаскивать, а заносить. заносить лед, заносить. Вот, в деревне так обустроено, что нету, так сказать, приточной воды. Обычно в городах, скажем так, мы просто открываем кран и водичка сама течет, да? Но здесь все же наоборот. Чтобы вода как бы была у вас, нужно расколоть лед. Вот, летом просто водовозки же, да? Вот, а зимой едете на речку, на озеро, неважно куда, берете, колите лед, и в принципе вот вам и вода. Потом это все заносите домой, дома стоит бочка специальная для воды, туда кладете лед, он растапливается, и вот у вас чистая вода ледниковая. Вот.
Почему баня такого невысокого роста? Ну такая маленькая. Я этого точно не знаю. Тут, наверное, тепло лучше держало. Короче, чтобы вы понимали, я пытаюсь стать в полный рост, у меня не выходит. Валера пытается стать в полный рост, у него тоже не выходит. Хотя у нас рост примерно 100, сколько, 70, 100, 175, может быть. Ну, в принципе, вот так вот выглядит баня, но вы наверняка сами знаете, как выглядит баня. Типа сейчас они затаскивают дрова, чтобы в будущем затапливать баню, но это дверька, и она капец маленькая. Типа вот там вот луна, а вот тут солнце. А? У вас в городе такого не бывает? Редко? Но у нас в городе редко солнце бывает. Солнце бывает вон там, вот почти заходит, а луна уже там. А, И всю ночь там стоит. это школа же, да? Да. Детсад тоже. Тут школа, детсад, вот это вот желтая часть это детсад, а синяя это школа. В общем, сейчас, получается, мы пришли перетаскивать лошадей. Я, правда, не знаю зачем и не знаю куда, но позади меня лошади. Ну и впереди меня тоже лошадка. Инна, анкөлдөрө темире бар булукта. Ял бар. Довольно очень красиво, да? Но у меня замерзли руки. Вот. У меня замерзли руки, и поэтому, возможно, картинка не сильно уж такая хорошая. Но потому что я не могу попросту померить качество картинки. Вот. Руки замерзли, поэтому придется немножечко пробежаться, чтобы разогреться. Давайте с вами. Давайте пробежимся, что ли. Как будто 100-метровку бегу. Разогреваемся. Главное, чтобы батарейки не потерялись. Йоу, влог закончился довольно обрывисто, и хочу принести свои извинения. Я не смог его нормально завершить, потому что с утра у меня было опухшее лицо, а на опухшее лицо, как вы знаете, я не сильно люблю снимать себя.
Поэтому приношу свои извинения, в следующий раз такого не будет. А так, спасибо, что посмотрели этот влог. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, оставляйте свои комментарии. И ждите меня в новых влогах.